Зеленский озвучил условия для встречи с Путиным. ВСУ показали последствия удара по школе-интернату в Судже, а Узбекистан и Казахстан закрывают границу. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Украине призвали власть жестко реагировать на произвол против военных. В стране обсуждают убийство представителя ТЦК. Чего требует командующий сухопутными войсками ВСУ? В Киеве предупреждают США об опасности прямых переговоров с Россией без участия Украины. Чего хочет Зеленский и выполнимы ли требования? Кого видит за столом переговоров? Лукашенко, который считает себя любимцем публики, может провести тайную инаугурацию. От кого и почему прячется? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Украине продолжают говорить об убийстве представителя ТЦК. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство, а убийство военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать. Так на события отреагировал командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, который совсем недавно возглавил оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица». Он считает, что украинцы не имеют права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины. А прямое вооруженное нападение, которое совершил мужчина в Пирятине, где застрелил сотрудника ТЦК, сопровождавшего мобилизованных в учебный центр, это действие врага, который работает среди украинского общества. В этом уверен Драпатый. Он также считает, что не должно быть никакого оправдания такому преступлению, поэтому власть должна жестко реагировать на произвол против военных, написал командующий сухопутными войсками в своих соцсетях. Если общество переварит эти нападения, плохие симптомы станут диагнозом. Хочется верить, что в той точке, где мы сейчас находимся, это невозможно, потому что единственное, что отделяет нас от врага, это силы обороны Украины, вооруженные силы. Пока мы теряем лучших людей на фронте, в тылу мы не имеем права терять совесть. Напомню, что в Украине уже задержали человека, который накануне застрелил работника ТЦК, при этом сбежал с места событий с одним из мобилизованных, который направлялся в учебный центр. Украинские военные показали, что происходило в школе-интернате в городе Суджа, на который россияне накануне сбросили авиабомбу. В здании на тот момент находилась практически сотня жителей Курской области, которые готовились к эвакуации и ждали открытия зеленого коридора. Благодаря тому, что большая часть россиян была в подвальных помещениях, где есть укрытие, удалось избежать большого количества жертв. На момент записи видео было известно о как минимум 4 погибших. Ну за что я погибаю? Но ничего не делала. Российские пропагандисты моментально обвинили в этом ударе Украину, мол, она нанесла удар по зданию, которое использовалось в ВСУ как концлагерь для жителей российского приграничья, так твердит пропаганда РФ. Напомню, что российский город Суджа в Курской области сейчас находится под контролем вооруженных сил Украины. Сообщения в соцсетях, которые распространяли Z-блогеры, украинские военные прочли тем, кто выжил после авиаудара. Что не видите, они всем сообщают дальше, что мы вас убиваем. Нет. Что нет? Я же вам читаю. Не, ну вы нас не убиваете. Ну так они же рассказывают. Нас спасают. Тем временем в воздушных силах Украины уже опубликовали данные о траектории полета управляемой авиабомбы, которую сбросили россияне. Данные представлены с помощью системы «Вираж-планшет». Бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников, даже когда мирное население – местные жители, сами россияне. Как обычно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не выйдет, есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар нанесен российской тактической авиацией. Зеленский озвучил условия, после которых его встреча с Путиным может состояться. В Киеве считают, что это произойдет после того, как представители Украины встретятся с Трампом и выстроят эффективный план сотрудничества. Лишь после этого могут пройти и дипломатические разговоры с противником, уверяет Зеленский. Он считает, что новый президент США может усадить Путина за стол переговоров, пригрозив санкциями, а также готовностью и дальше поддерживать ВСУ военной помощью. Перечислил Зеленский тех, кто должен оказаться за столом переговоров.
І я би хотів би, щоб за столом перемовин були передусім Сполучені Штати Америки, Україна і русські, тому що вони воюють проти нас. Так, і якщо чесно, європейський голос Європейського Союзу повинен також бути. Я вважаю, що це було би справедливо, дієво. Як вийде, я не знаю. Але, на мою думку, треба більше, щоб у нас був результат. А для нас результат, я розумію на сьогодні так, принаймні. Я розумію, що у нас спільне бажання, щоб ця війна закінчилась. Українці хочуть цього більше, ніж будь-хто в світі. Так, тому що війна у нас і жертви наші люди, наша незалежність і все це постійно під загрозою, під ударами, під ракетными ударами. Зеленский считает, что исключать Украину из переговорного процесса невозможно, и если США договорятся с РФ без присутствия представителей Киева, то это опасная игра, которая может стать сигналом для других авторитарных лидеров мира. В Украине считают, что любое подписанное соглашение с Путиным без гарантий безопасности со стороны союзников приведет лишь к новой агрессии спустя какое-то время. А вот вступление Украины в НАТО – это самая дешевая опция для союзников, а также геополитически выгодный шаг для Трампа, так как станет сигналом для Москвы о том, что не Россия решает, кто должен быть в альянсе, а решает все США. А как вы считаете, может ли Трамп провести переговоры с Путиным тайно от Украины? Делитесь своим мнением в комментариях. Путин в то же время делает то, о чем в последнее время пишет западная пресса. Он пытается понравиться Трампу, пытается его умиротворить и не напороться на новые санкции Вашингтона, а для этого публично хвалит. Путин считает, что Трамп имеет свои планы на ЕС. Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Канада и Мексика отвечают Трампу. Страны вводят ответные пошлины на товары из США. Решение было принято после того, как президент Америки исполнил свое обещание и установил 25% пошлину на импорт из этих стран. Досталось также Китаю. Для КНР США повысили тарифы на 10%. Трамп обосновал свое решение, далее цитата, «серьезной угрозой, которая исходит от нелегальных мигрантов и смертельных наркотиков, которые убивают наших граждан». Конец цитаты. В Канаде уже дали понять, что Трамп начал опасную игру, от которой могут пострадать и Штаты. В Оттаве надеются, что рано или поздно состоится прямой контакт с администрацией республиканца. Как и в случае с американскими тарифами, наши ответные меры также будут иметь далеко идущие последствия и будут включать в себя такие товары повседневного спроса, как американское пиво, вино и бурбон, фрукты и фруктовые соки, в том числе апельсиновые, а также овощи, парфюмерия, одежда и обувь. В список также войдут основные потребительские товары, такие как бытовая техника, мебель и спортивный инвентарь, а также материалы, такие как пиломатериалы и пластмассы, и многое-многое другое. И в рамках наших ответных мер мы рассматриваем с провинциями и территориями ряд нетарифных мер, в том числе некоторые из них касаются важнейших полезных ископаемых, закупок энергии и других партнерских отношений. Мы будем твердо отстаивать интересы Канады. Узбекистан закрывает границу с Казахстаном. Уже с 5 февраля КПП «Гишт-Куприк» прекращает свою работу на 4 месяца. Об этом говорится в официальном сообщении Таможенного комитета Узбекистана. Речь ни в коем случае не идет о напряжении между странами. Причина временного закрытия в ремонте. В частности, планируется демонтаж временных сооружений, благоустройство территории, а также создание необходимой инфраструктуры в прилегающей зоне. В Узбекистане также уточнили, что теперь все движение с закрытого КПП будет перенаправлено на пограничный таможенный пост Наваи. Лукашенко, неделю назад объявивший себя в 7-й раз президентом Беларуси, не называет даты своей инаугурации. Так называемый всенародный любимец, очевидно, вновь боится своего же народа и может провести ритуал вступления в должность, которую не покидал, тайно, ведь такой опыт уже имеется.
В 2020 году после очередного захвата власти политик в закрытом режиме провел инаугурацию, заранее не объявляя об этом. Уже после тайной церемонии пропагандистские медиа Лукашенко выпустили новость о том, что инаугурация состоялась. Тогда непризнанный оправдал все некой провокацией, которая якобы готовилась против депутатов Беларуси. В этом году глава подконтрольной режиму Центральной избирательной комиссии обмолвился лишь, что инаугурация должна состояться в течение ближайших 2 месяцев после так называемых выборов, но дату определяет лично Лукашенко. Чего или кого он боится в этом году, проведет церемонию возведения на трон в закрытом режиме или же пригласит немногочисленных гостей? Об этом Лукашенко и его пресс-служба до сих пор молчит. Северная Корея распахивает двери в изоляционную страну для россиян. Уже этим летом КНДР будет принимать первых туристов в разрекламированном Ким Чен Ыном мегакурорте, который сейчас напоминает Потемкинскую деревню. Десятки отелей стоят пустыми, но уже через полгода в них, может быть, будет звучать русская речь. Вонсан Кальма предлагает спокойный отдых, несмотря на ядерные угрозы и тоталитарный режим в стране. Туристические компании, которые занимаются организацией поездок, пишут, что желающие смогут насладиться незабываемым отдыхом в самом экологически чистом месте планеты. Любителям изоляции предлагают развлечься в лучших отелях на любой бюджет и познать северокорейскую кухню. Напомню о том, как происходит так называемый обмен между РФ и КНДР. Пхеньян отправил своих военных на линию фронта в окопы Курской области, а Москва при этом может отправить своих богатых граждан, конечно же, за их счет на такой курорт в Северной Корее. Таковы реалии. Заснул, лишился работы. В Испании уволили посла страны в Бельгии после того, как он решил подремать во время выступления своего начальника, министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, которого уже называют в стране Наполеончо, то есть маленький Наполеон, пишет The Sunday Times. Издание Эль Мундо сообщает, что социалист Альбарес уволил еще как минимум 7 высокопоставленных чиновников. Так он мстит за предполагаемые личные обиды или несогласие с политикой правительства. Именно поэтому Альбареса обвиняют в создании атмосферы террора. Например, испанский министр крайне негативно относится к тому, что дипломаты публикуют статьи в прессе без его одобрения. Каковы же истинные причины такой чистки среди дипломатов, которую устраивает глава испанского МИДа, до конца не ясно. Альбарес пока никак не комментировал своих решений, уточняет The Sunday Times. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.